Дмитрий Трофимов. Почти 30 лет является профессиональным дублером Деда Мороза на новогодних елках и утренниках Якутии. В свободное от новогодних страстей время является актером театра и кино, ведущим артистом ГАРД имени Пушкина. Родился в городе Волгограде, вырос в Якутске. Учился в педагогическом училище номер 1 на физкультурном отделении. Затем осваивал профессию эксперта-криминалиста в Саратовской высшей школе милиции. Более 5 лет служил в структурах МВД Республики Саха-Якутия. В связи с поступлением в филиал школы-студии МХАТ имени Немировича Данченко уволился из милиции. В 2000 году был принят в труппу ГАРД имени Пушкина. Работал на радио, телевидении, снимался в кино, озвучивал фильмы, мультфильмы, аудиокниги. Некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Сотрудничал с Большим драматическим театром имени Товстоногова и камерным театром Малышицкого. Женат на актрисе театра Марии Лариной. Сегодняшний выпуск проекта «Поговорим» проходит в канун самого необычайного и, наверное, самого долгожданного праздника всего человечества. Поэтому и гость у нас сегодня необычный и очень сказочный. Здравствуй, Дедушка Мороз! По бескрайним просторам якутской земли шел я к вам сквозь мороз и сугробы, чтоб в год новый все вместе войти вы смогли с девочкой хорошей Анной и Дедом Морозом. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои родные. Спасибо большое, Дед Мороз. Действительно, в глубине сердец каждого из нас, неважно, сколько нам лет, живут мальчики и девочки, которые очень-очень дорожат такими встречами и каждый год ждут их с нетерпением. Поэтому вот возле экранов наших собрались такие же выросшие, может быть, даже уже постаревшие мальчики и девочки и ждут твоих пожеланий им. А мы с внученькой моей Снегурочкой, которой рядом со мной нет, она занимается своими делами, там в лесу подарочки готовим. С нетерпением ждем встреч с вами, мои хорошие, мои золотые. Наступает очень волнительный момент. Канун Нового года. Это время, когда все ваши пожелания, когда ваши самые сокровенные мечты могут притвориться в жизнь. Нужно только верить. Сказка обязательно войдет в дом, и невозможное станет возможным. Мечтайте, дорогие мои. Летайте, расширяйте границы сознания, познавайте новое. И будьте самыми счастливыми людьми на земле. Ваш Дедушка Мороз. Увидимся на елках нашей необъятной республики. Ну что ж, действительно, такой персонаж, как Дед Мороз, он всегда должен оставаться загадочным, мне кажется. Поэтому даже не хочется интервью брать и вопросы какие-то задавать, потому что это все-таки загадка, которая хочется, чтобы осталась неразгаданной. Поэтому сегодняшнее интервью я бы хотела провести с человеком, который уже много лет профессионально играет роль Деда Мороза, приходит на наши праздники. Это профессиональный актер театра и кино Дмитрий Трофимов. Сегодня это наш гость. Итак, Дмитрий, я рада вас видеть как Дмитрия Трофимова. Взаимно, Анна, спасибо. Хотя хотелось бы узнать вот о вашем отношении к Деду Морозу, к этому образу. Самое прямое, самое непосредственное, потому что я уже много лет являюсь как бы носителем этого образа Дед Мороз. Ну, грубо выражаясь, как говорят артисты, на это слово не люблю, халтурю. Работаю Дедом Морозом. Да, но считаю, что я профессионально это. Стараюсь делать это профессионально, не разочаровывая наших ребятишек. Они должны верить в сказку, должны верить в чудо, они должны быть какими-то другими, измененными после прихода Деда Мороза, в хорошем смысле этого слова. А на что может повлиять Дед Мороз? Дед Мороз... То есть его присутствие или его отсутствие в жизни ребенка? Ну вот за годы моей практики я пришел к мысли, что это педагогическая функция. Потому что, допустим, за 15-20 минут, которые Дед Мороз общается с ребенком, ты сделаешь больше, чем родители за год либо за 2. Ну, если, конечно, ребенок попал во власть Деда Мороза, если он слышит, понимает то, о чем говорит Дед Мороз, то ребенок меняется. Тем более они маленькие, они же как губки, они все в себя впитывают. И был случай
такой у меня, пришел к ребятишкам, которые слушать совсем Дед Мороз не хотели. Они были такие шебутные. Я думал, ну я, наверное, больше не приду. Очень тяжело было. Мы справились, конечно, мы все сделали, провели с ними наш новогодний обряд, но больше не приду. Позвонили на следующий год, говорят, спасибо, так было здорово, придите. Ладно, скрипя зубами, я пришел, потому что дети есть дети. Нет плохих детей, просто я понимаю, может, я не справляюсь. Потом бывает гиперактивность у детей. Дети тоже разные. Провел. А вот третий год подряд, боже мой, это такие золотые ребята были. Я просто был потрясен изменениями, которые у них произошли. И они уже и хранители традиций Дед Мороза. Дед Мороз, ты помнишь, мы делали это, а мы это вот запомнили. И теперь нет, вот только так, и мы всем говорим. Это потрясающие ребята выросли. А впервые примерил шубу Дед Мороза я, будучи еще школьником. Это произошло случайно, непрофессионально. Потом была долгая пауза. Это был класс 7. Обратилась ко мне преподаватель, сказала, что тот, кто должен был быть Дедом Морозом, не сможет быть Дедом Морозом в силу каких-то там обстоятельств. Говорит, Дим, так как ты уже большой, 7 класс, проведи для маленьких утренник. Я даже не понимал, как это делать. Мне что-то там накидали, что-то там мне наговорили, вот так. Снегурочка тебя поддержит. Дали мне эту шубу, я провел, не помню, я даже не помню, как я это все делал. Ну и все, собственно говоря. На это год 87-й где-то примерно это был. И уже сознательно пришел к этой профессии, это профессия все-таки, я считаю, в 98 году. Но тут уже пришлось углубляться. Игры смотреть, как общаться с детьми, психология общения с детьми. И там уже получил какое-то удовлетворение от того, что я сделал, потому что ворвался в этот мир, и вдруг сразу 1,5 часа, это все равно, что спектакль отыграть, вы представляете, для студента, который только отрывочки маленькие играет там по 15-20 минут, а тут 1,5 часа вести с детьми мероприятие, это, конечно, я такой кайф поймал от того, что я это смог сделать. Это колоссальный труд. И более того, я считаю, что на актерских факультетах надо вводить упражнения, чтобы будущий актер смог выйти в образ Деда Мороза и организовать какой-то праздник. Как один из вариантов, конечно. Да, конечно. многоплоскостное внимание. Здесь вариативность огромная. Столько надо выдумки и фантазии применить для того, чтобы как бы вовлечь в это действие остальных людей и самому быть органичным и не скучным. Ну, я советский ребенок. И несмотря на то, что я был ребенком читающим, библиофил говорили про таких детей, и, казалось бы, не должен был верить в Деда Мороза, потому как много чего было прочитано, и какие-то там наука и техника, какие-то журналы тоже читал, я верил в Деда Мороза. Очень хотелось верить в какую-то сказку, что-то такое. Я думал, взрослые мне чего-то не договаривают, либо чего-то они не знают. А те Дед Морозы, которые приходили в детском садике, либо с папиной работы, и я понимал, что это работник, это все не те, это все не те. Ну, может быть, их попросили, так взрослые говорили. Дед Мороз сказал, вот тебе можно, я тебе доверяю, давай вот дари подарки. Но где-то, он просто ко мне не приходит, Дед Мороз. Ко мне он так настоящий не пришел, к сожалению, в детстве. Но вот я на себя такую функцию, такую смелость на себя взял приходить в образе настоящего Деда Мороза, как я считаю. Хотя моя мама всегда мне говорила, Дим, у тебя есть какое-то актерское дарование, но я думал, мама просто любит меня, поэтому что-то во мне видит. Диму Харатьяна, еще кого-то видит. Во мне думаю, пустое, думаю, это все ерунда. Мама любит своих детей, поэтому вряд ли. И я в эту сторону даже не смотрел. Произошло случайно все на самом деле. Я работал в правоохранительных органах, был милиционером, и меня увидел Юрий Николаевич Козловский, Царство Небесное, замечательнейший человек и педагог. И он сказал, у вас есть большие шансы поступить. Я молодой еще был, зеленый, горячий, так сказать. Ну, возраст поступления у меня еще был тогда в вуз творческий. Я помню, у меня даже рот открылся, чтобы ответить, я все уже, Юрий Николаевич, я вот в юридической системе, да, поздно. Но промолчал и написал на бумагу допуск, чтобы допустили меня к экзаменам. Готовился и, в общем-то, даже неплохо их сдал. А как готовился? Ну, учил то, что нужно было учить. Стихотворение, басня, проза, песня, танец, сочинения потом писали. Было все это, конечно, мне не казалось, что это было сложно. На самом деле. Конечно, коленки тряслись, все равно я там вышел, потому как сценического опыта у меня не было. Но не скажу, что я прям там в обморок падал и там не мог совладать со словами. Помог мне еще Андрей Исаевич Борисов. А вот он был в комиссии? Он сидел в комиссии, и когда он увидел, что где-то там заволновался, он говорит, так,
отойди подальше туда, к стене. Я Есенина читал. «Эх вы кони, а сани сани». Говорит, как русский человек, говорит, стихи читает про коней да про сани. Ух, он... Я сразу понял, чего он от меня хочет. Я как заголосил на весь зал и вот так вот руки раскинул. Сразу понял. Ну, увидели, что есть темперамент. Я потом даже, когда вышел из репетиционного зала, мне говорят, ты читал, это я читал. И все стали говорить комплименты. Это мне, который никогда стихов толком не читал, вы понимаете? Я просто услышал и увидел, и понял. Значит, что-то во мне такое было, понимаете? Всех трудоустроили, по приказу зачислили полностью весь курс. Это был 2000 год, 1 января. Буквально скоро будет, можно сказать, юбилей, как нас зачислили в театр. Вот. И уже вовсю промышляли Дедами Морозами мы, потому что помимо того, что это почетная должность быть Дедом Морозом, она еще и Такая денежная. компенсирующая очень хорошо, да? Компенсирующая, да. То, чего не приносит чистое творчество. Но я вам скажу так. Когда мы долго находились в этой профессии, я считаю, это профессия Дед Мороз, отдельная профессия, замечательная профессия, для нас деньги уже были, компенсация не так уж важна. Ты в это вовлекаешься, да, это, конечно, хорошо, когда к тебе какая-то прибыль приходит от этого, но ты уже несешь какую-то другую, ты уже какой-то функционер становишься, миссионер становишься. И часто мы делали это даже не компенсируя то, что мы делали. Мы, наоборот, даже копили и приносили детям там, где дети не могли себе этого позволить. Покупали подарки, приносили. К малоимущим семьям приезжали. Мы ездили и в онкологический центр, работали с ребятишками, но там без слез просто нельзя было работать. Выносливость, вот это вот умение долго находиться в шубе в помещении. Абсолютно, не падать в обморок, и чтобы язык у не тебя... оголодать. Так... Да, язык у тебя, чтобы не заплетался, и чтобы в 100-й раз ты как будто бы в первый раз приходишь в гости к ребенку. Он не виноват, что ты там уже был много раз где. Ты приходишь как будто в первый раз здесь, и сейчас ты работаешь с ребенком. И ты этому ребенку безумно рад встрече с этим ребенком. Вот, да, конечно. У меня была такая практика, когда я работал со Снегурочкой, которая была не Снегурочка, просто красивая девушка. Все. У меня вот, к сожалению, моя партнерша Алла Витальевна Бузмакова, с которой много-много лет работали, несли радость детям, она не смогла по какой-то причине. Вот была замена. Но и через несколько адресов Снегурочка устала. И это было очень сильно заметно. И это очень сильно сказывалось на качестве, да? Я на себя уже, конечно, все внимание перетягивал и старался как бы снять нагрузку с Снегурочки, потому что она была непрофессиональная. Но есть, знаете, удовлетворение от того, что ты что-то хорошее, что-то светлое принес детям. Мы даже часто с партнершей, со Снегурочкой обсуждаем, вот такие здесь ребятишки, а здесь такие, здесь замечательные. И, знаете, восторг. Испытываешь восторг, когда дети верят, когда ребятишки с тобой прощаются, обнимаются, когда даже плачут дети, что Дед Мороз уходит. Это, конечно, потрясающе. Это, несмотря на то, что мы много-много этим занимаемся, но каждый раз как будто в первый раз, честное слово. Нельзя, чтобы у тебя здесь профессионально все вот зашито было. Надо все равно быть с распахнутым сердцем, приходить к детям. Это все прекрасно. Ну вот без 15-12 заходим. Дома, у нас же обычно как, мы-то с 10 утра, вот те, которые не Деды Морозы и не Снегурочки, мы с 10 утра, у нас все жарится, парится, у нас стол накрыт, и мы к 12 уже тоже уставшие, но все-таки мы какие-то способные. Заготовки делаем, конечно, чтобы прийти потом быстренько чего-то сделать. У нас еще такая была смешная, забавная история. Вот у Марии Николаевны, у моей супруги сын, Артем Евгеньевич, сейчас он студент, уже взрослый мальчик, учится в Москве, а он был еще маленький. И мы попросили его порядок в дом наведить. Говорим, Артем Евгеньевич, мы приедем поздно, пожалуйста, там подмети, там тот сделай. Мы приехали, Артем Евгеньевич... Спит? Нет, он не спит. Он набрал ведро воды и как на палубе, на корабле. Вот начал мыть полы, он там просто все промокло. Хорошо, что к соседям не потекло. Он хотел сделать как лучше, получилось так, как и устроил родителям да, и мы приехали ночную смену, да? Без 15 приехали, мы дома убирались. Конечно, мы не ругались, мы понимали, что он хотел как лучше сделать. Мы же не только Дед Мороза, Снегурочка, там и дома тоже с детьми стараемся быть педагогичными. А у вас дочка взрослая? У меня взрослая дочь Анастасия Дмитриевна. Она уже выросла, вышла замуж, живет даже не в нашей стране, она живет за границей. И в детстве тоже приходили к ней
Деды Морозы, ну не я. Вы работаете сейчас с детьми, да? У вас театральная студия при лицее. Лицей, городской да? лицей, да, я работаю с ребятишками. Даже иногда, когда это требует этого ситуация, учу их, как правильно вести Новый год, потому что у них свои школьные корпоративы, у них свой Дед Мороз и Снегурочка, ну, там кого-то назначают в совет школы, допустим. Как вести Новый год они не знают, и я вот с ними репетирую, иногда объясняю, прям показываю, как надо выйти, что надо сказать. Ну, темпераменту в основном учу, чтобы не было Как грустно. можно научить темпераменту? Ну, Темперамент — это же врожденное качество, нет? Согласен, да, темперамент, скорее всего, врожденные качества, но я стараюсь из любого ребенка вытащить максимум, который у него, допустим, есть. Вот они приходят ко мне, занимаются в студию театральную, помимо Дед Мороза, там что-то там, не знаю, сцену какую-то мы там из пьесы репетируем, и мне нужно вытащить какое-то качество из него. Я стараюсь максимально раскрыть ребенка. А это, между прочим, идея же прекрасная. Можно вам организовать, например, школу Дедов Морозов. Мне кажется, у вас уже достаточно опыта, и к вам точно пойдут учиться. Странно, что вы до сих пор не являетесь преподавателем высшей какой-нибудь театральной школы. Ну, хочется, честно говоря, поделиться опытом хочется. Уже пора, я думаю. В театре, если меня спрашивают об этом молодые артисты, я делюсь каким-то, допустим, опытом. Есть какие-то профессиональные хитрости, я делюсь опытом своим, там, что-то советую молодым артистам. Ну, если вдруг позовут, ну, я не откажусь. А вот вы затронули эту тему, то, что несколько лет, 3 года, по-моему, примерно, вы не в Якутске работали. Да, я жил в городе Санкт-Петербурге. Да, совершенно верно. Как вы оцениваете этот опыт? Что он вам дал профессионально? Ровно год я по договору работал в Большом драматическом театре имени Георгия Александровича Товстоногова. Это один из лучших театров, я считаю, нашей страны и даже мира. Я считаю, это очень крутой театр. И немножко я сотрудничал с театром имени Малыщицкого. Это камерный театр. Камерная сцена мне была совершенно незнакома. Я на маленькой площадке, когда на тебя смотрит 100 человек, никогда не работал. Это тоже был колоссальный опыт. Там нужно было быть очень, как бы вам сказать, реалистичным, что ли. Там не нужно было такого посыла, как на большой сцене ты разговариваешь. Там все было по-домашнему, скажем так, по-киношному. А насколько это камерная сцена? Сколько человек? 100 человек. Вокруг 100 человек. Это маленькие. И они прям вокруг Да, сидят. они вокруг сидят, либо когда там, в зависимости от того, какая декорация, что там выставляется, какая сценография, они могут сидеть и как на стадионе, могут вокруг сидеть, как на стадионе, либо вот... Это то, что называется иммерсивное, да, действо? Ну, может быть. Когда люди включены И в процесс. так можно назвать. В общем, они рядом, ты их лица видишь буквально. Смотрите в затылок, дышат буквально. И вот здесь совершенно другая подача, здесь совершенно другое существование. Это близко к кино по способу существования на сценической площадке. Это был интересный опыт. И режиссер был потрясающий, Петр Шершевский. Это, наверное, сейчас чуть ли не номер 1 режиссер в России. А в Большом драматическом театре имени Товстоногова, когда приходишь каждый день на репетицию, ты видишь мэтров, еще тех советских мэтров, Алиса Бруновна Фрейндлих. Я ей дверь открывал, когда заходил в БДТ. Это я уже больше 40 лет, уже седоволосый, седобородый. Она говорит: спасибо, мальчик, спасибо, мальчик. Я мальчик. Спасибо, Алиса Бруновна. Ну, для нее, да, наверное. Вот, это тоже колоссальный опыт. Я увидел, какая у них внутренняя высокая культура взаимоотношений в театре имени Товстоногова. Корпоративная этика. Ну, что-то, конечно, полезное я для себя подсмотрел, а еще я наблюдал за репетициями. Когда у меня была такая возможность, когда большие артисты репетируют, народные артисты Советского Союза репетируют на сцене, у тебя есть возможность где-то сбоку там подсмотреть, это тоже колоссальный опыт. Это такая стажировка длиной в год для меня была, ну, потрясающая просто. Я еще потом долгое время пытался что-то использовать на нашей сценической площадке, вот, приходя. Но у нас другой театр, у нас другой формат, у нас другие возможности, поэтому все использовать, конечно, оттуда нельзя. Не получилось, Нет, да? конечно, и не получится. Ну, я пытался, по крайней мере, для себя сделать. А скажите, пожалуйста, вот как человек, который до того, как театр его избрал, да, и театр его привлек, и как-то так вот получилось, что вы оказались в театре. По собственному признанию вы говорите, что особо театром не интересовался, театр особо не посещал и вообще не очень понимал, что это такое. Вот
что бы вы сказали людям, которые, может быть, тоже не очень понимают, что такое театр, вот в качестве аргумента, для чего театр нужно посещать? Ну, я своим подопечным, ребятишкам, к которым я прихожу в школу, говорю, театр нужно для того, это грубо я им говорю, в грубой форме, чтобы они понимали, чтобы быть умным. Моя любимая Татьяна Черниговская, нейрофизиолог, она всегда об этом говорит. Читайте книжки умные, смотрите умные фильмы, вы будете от этого тоже умными. То, чем ты питаешься, то ты и есть на самом деле. И театр заставляет тебя тоже быть умным. Смотреть сложные пьесы, смотреть сложные фильмы, читать сложные книги. Развивается нейронная сетка, и ты умнеешь. Ну, это как один из вариантов. Ну, а потом главная цель искусства — это чтобы у человечества не пропала эмпатия. Чтобы зеркальные нейроны не покрылись пылью, и мы не забыли, что мы есть люди. Не убили в себе человека. Вот это главная функция, считаю, искусства. Потому что это место, где очень легко поднимаются сложные Конечно, философские вопросы. Это отражение сегодняшнего дня через различные образы. Через художественный образ, который мы воплощаем на сцене. Потом и мы с детьми ведем разбор, мы разговариваем об этом. Гиперболизируем то, о чем мы разговариваем, возводим в абсолют. Я сейчас какие-то слова говорю, конечно, я пытаюсь умными словами. В общем, пытаюсь достучаться до детей, чтобы им это было близко, чтобы они понимали, зачем они приходят в театр. Мы обсуждаем с ними фильмы. Тем более кино, я так понимаю, как аудиовизуальное искусство им ближе, чем театр. Они смотрят кино чаще, чем приходят в театр. Вот. Я через кино пытаюсь к ним тоже достучаться, приходить в театр. Для них было откровением, что артисты, которые снимаются в кино, имеют диплом, как и у меня, театра, да, написано актер театра и кино. Они думают, что какая-то отдельная каста. Нет, говорю, это все в основном, кого вы видите на экране, это такие же артисты с такими же основное место работы у них театр. Основное место работы, да, в основном это тоже театр. Но приходят все школы. А еще мне кажется, что театр — это все-таки такое хранилище русского языка, мне кажется. Совершенно верно. Такого эталонного, классического, соответствующего канонам. Хотя современность, наверное, все равно вносит коррективы. А сейчас много слов, которые нужно произносить было именно вот с таким ударением, допустим, звонит, да? Теперь можно говорить звонит, насколько я понимаю. Я так, конечно, говорить никогда не буду, но так говорят, что это нормой стало, что так можно говорить. Но я думаю, что на сценической площадке это недопустимая норма. Преподаватели, которые готовят студентов, которые занимаются сценической речью, не должны допускать, чтобы было искажение русского языка. Но это вот я так думаю. Может быть, он и изменится, может быть, все равно эволюция какая-то у языка происходит. Ну, мне бы не хотелось, чтобы так вот все менялось. Ну, здесь, слава богу, еще на страже, наверное, стоит репертуар. Да? То есть, если мы говорим о классическом репертуаре, то это все-таки ну, а потом Чехов. Театр — это штука такая немножечко язык. ретроградная, архаичная. Мы как бы такие своеобразный музей такой, понимаете? Консервируем слова, консервируем смыслы. Нет, мы, конечно, движемся по пути прогресса, но не семимильными шагами, потому что нужно посмотреть, что дальше произойдет. Можно ли брать это на вооружение или нельзя. Ну, это академическая сфера театра. И я надеюсь, что все-таки театр не даст убить язык родной. Он останется. Вернемся на круги своя и будем говорить правильно. Давайте вместе на это надеяться. Да, давайте. Ну что ж, теперь блиц. Это короткие вопросы с короткими ответами. Ваша лучшая роль? Но она, наверное, еще не сыграна, так говорят артисты. Вот. Надеюсь, что я еще сыграю. Хорошо. Тогда роль, которую хотелось бы сыграть. Роль, которую хотелось бы сыграть... Это польский педагог Януш Корчик. Так, я просто, честно говоря, педагог. Это педагог Януш Да. Корчик. И, может быть, я не подхожу внешне под этого человека, но если бы мне выпала честь сыграть Януша Корчика, я бы и похудел, и на лысо бы постригся. Я сделал все, чтобы и внешне выглядеть, и внутренне соответствовать этому потрясающему человеку. Януш Корчик. Здорово. Театр или кино? Театр. В кино ты тратишься, а в театре ты все-таки набираешь. Театр — это место силы. Если не Якутск, то какой город? Если не Якутск, то какой город? Ох, какой сложный выбор. Я люблю Якутск. Хоть и уезжал, люблю Москву, люблю Санкт-Петербург. Ну, город... Москва. Тогда Москва. Скорее всего, Москва. Москву люблю. И Минск полюбил. Был в Минске. Минск мне очень понравился. Ух ты. Да. Неожиданно. Если вы не в театре и не на телевидении,
то где вы? Если я не в театре, я дома. Хорошо, и не дома тогда где? Если я не дома, наверное, в спортзале. Ага. Я очень люблю тренажерку, очень люблю беговую дорожку, несмотря на то, что, может быть, сейчас не в самой лучшей спортивной форме. Но очень люблю спортзал. И всех призываю заниматься спортом. Здорово. А как вы вдохновляетесь? Как вдохновляюсь. Спортзалом? Нет, не спортзалом. Не вдохновляюсь не спортзалом. Вы знаете, на меня очень сильно действует музыка. Разная музыка. Это не только популярная какая-то. У меня плейлист забит и классической музыкой. На меня очень сильно музыка действует. Потрясающе, как сильно действует музыка. Я когда что-то сочиняю, какие-то тексты пишу, прозаические тексты там для своих ребятишек, я включаю музыку всегда. Причем разную музыку. Вот я вдохновляюсь очень музыкой. Обожаю людей, которые владеют вокалом. Не знаю, для меня это какие-то боги. У меня такое ощущение, что люди, которые умеют вот находиться в этой музыкальной гармонии, это что-то, я так фантазирую себе, конечно, такая красивая сказка, это что-то нам осталось от наших далеких предков, которые когда существовали на земле. Боги нам оставили в наследство, умение вот находиться в этой музыкальной гармонии. А вы сами поете? Ну, то есть я просто по русскому театру, там, по-моему, других не держат, все поющие. Ну, я стараюсь, если мне вдруг выпадает роль с какой-то вокальной партией, я стараюсь, изо всех сил стараюсь, не считая себя вокалистом. Нет во мне той вокальной культуры, как у тех, кто профессионально обучен, но я стараюсь и восхищаюсь теми людьми, которые умеют это делать хорошо. Здорово. Такой блиц получился классный, когда расширил вообще портрет, штрихи к портрету, мне кажется, получились. И традиционно ваши пожелания нашим телезрителям, но уже вот в виде вас, Дмитрия Трофимова, а вначале вы были в виде Деда Мороза. Дорогие мои земляки, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всем крепкого здоровья, не стесняйтесь, дарите друг другу добрые слова, обнимайте друг друга, говорите «я люблю тебя» и будьте самыми счастливыми людьми на земле. Спасибо. У нас был Дмитрий Трофимов. Спасибо большое. Спасибо вам, Анна.